служить бы рад, прислуживать мне тошно. Ну, мы же просто реалисты, мы понимаем, сложилась определенная сейчас ротация, определенная, чтобы пойти куда-то работать, лезть там по ступенькам, подниматься. Я сейчас приведу такой пример, я не знаю, его приводил или нет, но я сейчас приведу такой один показательный пример. О чем я говорю, берцы больше выше. Вот в Чечне начинается там Вторая война. Я, как и многие, с Грозного уже, меня дядька заставил, что все, переезжаю в Ингушетию. У меня был очень хороший дядька, Далгай Штолцин, несколько месяцев назад умер. Он меня вызвал и потребовал, чтобы я... А у меня в Грозном был там свой рынок небольшой. У меня нормально там дела были, я себя там комфортно чувствовал. И дядька меня вызвал и сказал, что давай, заканчивай там с этим Грозным. Наши родственники уже все почти переехали. В прошлую войну ты там остался, мы за тебя переживаем. Давай, переезжай. Вот тебе дом. Пока там свой не построишь, живи. Давай, чтобы... у меня там работа, там ребята у меня работают, там туда стало, оставь ребята. В общем, я там рынок оставил, там ребята у меня работают, ногче борщ. Оставил их, сказал все мне это, и я уехал перед началом Второй войны. И в Ингушетии большинство людей безработные. Вначале мне там предложили, мы поработали с иностранными журналистами несколько месяцев. В основном обеспечивали безопасность, чтобы там не похитили. Мне один человек там поручил организовать там где-то 10 единиц транспорта, товарищи там надежные, которые бы сопровождали этих журналистов и следили, чтобы их не похитили с территории республики. То есть они пребывали в республике, чтобы не было похищений, чтобы их туда в Чечню никто не увез, чтобы их там в город никто не забрал. В общем. Там волна была, мы их везде повозили, по всем больницам, по всем лагерям беженцам, все, что им нужно было, показали. Были моменты там конфликтные какие-то ситуации были, все нормально, после этого где-то месяц я там, может, полтора без дела сидел, а я всю жизнь работаю фактически. В школе еще, когда учился, отцу ходил, помогал на работу, с 18 лет я сам работал уже. И мне как-то сидеть без дела как-то некомфортно. Я себя как-то чувствую, вообще напрягает меня. И когда мне пришел, троюродный брат и предложил, а он только вышел редактором республиканской газеты работать. И он предложил выйти к нему на работу, я сразу согласился. И он так удивился еще, а что ты не спрашиваешь? Что ты не спрашиваешь, какая зарплата, там, какие условия туда-сюда. Я говорю, да у меня сейчас я вообще ничего не зарабатываю, сижу так-то, я хоть среди людей буду знать, где, что происходит, что-то как-то двигаться. Лучше работу найду, иду, давай. Я вышел там водитель, выпускающий редактор, корреспондент, завхоз, там, наверное, все, что можно, И то это все вместе было, там 1000 рублей не было, Мы где-то 7 часов выезжали на работу. Троюродный брат рядом жил. А мы выезжали, ехали в редакцию Слепцовск. Мотался я по всей республике, что там какие-то поручения выполнял с редактором, по редакции. И возвращались мы домой. Раньше 12 ночи редко возвращались. Очень жестко так проработали, там года полтора. И вот мне объясняет функции. Сейчас поймете, для чего я эту всю историю рассказываю. До этого я там в Грозном своим бизнесом занимался, да. А тут
ну, я вышел работать в подчинении, потому что это мой троюродный брат, и мы в Грозном жили недалеко, мы с детства как бы это, помимо того, что брат, у нас какие-то еще друзья, он старше меня там лет на 10, ну, у нас взаимопонимание, я знаю, что если он там где-то на нервах повысит на меня голос, уда-ста, я не обижусь, потому что это мой брат. И вот мне объясняют функции, которые я должен выполнять как выпускающий редактор. Я должен образец газеты, который сделанный на кальках, отвезти из Слепцовска в Назрань в типографию, зайти в бухгалтерию, зарегистрировать заказ, спуститься в цех, мастеру сделать какие-то пояснения, объяснить, что к чему. Ну, бывало, что там что-то смещалось. Через несколько часов приехать, проверить заказ. Если есть брак, отобрать брак, отвезти заказ на почту и 10 газет, грубо говоря, привезти в редакцию в подписку. Ну, для подписки в редакции. Но это как выпускающий редактор, вот такая должность. Там есть свои какие-то вот функции. И вот я в первый раз захожу в бухгалтерию, там такой большой кабинет, и человек 8, наверное, женщин сидят. Молодые, пожилые, разные женщины, там бухгалтеры, там экономисты, там разные. Типография-то там серьезная, большая. И, ну, мне тогда сколько, 27 лет, 28. И забегает такой, ну, примерно сейчас моего возраста, наверное, лет 50 ему было, может, больше. Сулим, по-моему, звали. Директор редакции. Он такой смугловатый мужик. Ему же интервью, а вот Алёна Манулин, ах, чада, ах, ну это же боже мой, и он начинает на меня психологически выбивать из меня долг редакции перед типографией. И, ну вот, девушки там, женщины, и он меня, короче, там, отдайте деньги, деньги не отдаете, короче, он туда психологически на меня давит, короче. Я думаю, блин, вот что это такое, короче. Я не пришел на работу, чтобы выслушивать выговоры от какого-то незнакомого мужика. Но я думаю, сейчас, если что-то я скажу, ну, вахтам Виер, он старше меня, как Сабр. Потом думаю, если я что-то грубо отвечу, может быть, там, Маноль по работе, может быть, там какая-то, может на самом деле что-то там, проблема какая-то из-за редакции, что-то виноваты, может быть. Ну, я так потерпел, вернулся в редакцию и говорю руководителю, слушай, я вот на это такой не подписывался, чтобы выслушивать выговоры там, ни с того, ни с сего, короче. Я бы такую работу не подписываюсь. Он, а что случилось? Я говорю, так, выбежал там директор, по-моему, я выговорил, начал меня, я говорю, вычитать там, мне там, чанать, там, туда-сюда. Он говорит, не обращай внимания, это он не для тебя, говорит, это он для своих работников говорит. Я говорю, какая мне разница, для кого он говорит, он же для... В общем, я ему говорю, если я его не дам ему это себе высказывать, тебе какая-то проблема будет. Он говорит, да без проблем, это вообще не касается. Он вообще не должен был с тобой. И он говорит, наша редакция платит ему лучше всех. Потому что какие-то бюджетные задержки, они везде есть. Но если другие там издания ему платят раз в полгода, мы платим ему раз в 2 месяца, но мы закрываемся. Лучше нас ему никто не платит. И эту типографию государство содержит ради нас. Что бы там кто ни говорил, она государственная, мы государственных оборудовались. Мы деньги платим, задержки бывают, они бывают везде, но у нашей газеты меньше всего задержки, чем другие. Хорошо, я приезжаю, в следующий раз приезжаю в редакцию, делать заказ. Та же картина, выбегает там этот Сулим, я же варматься, интересно, колоритный мужик. Он опять начинает то же самое мне короче, выговаривать. Я ему говорю, стоп, сам делай газ.
Слин, ахчется вопрос я говорю, у нас в редакции бухгалтер есть и руководитель есть. Если у тебя по финансовому вопросу, звони им. Если у тебя телефона нету, какого машин лах, твоя газ, минута, а нам 20 минут мы доедем. Я говорю, Слепцовская, задай вопросы. У меня к финансовому вопросу отношения вообще я не имею. Саук дочь, это не входит в мою компетенцию. Саук дочь, хам, сук хамудуц. Я не буду выслушивать твои разговоры. Говори тем, кому это обращается. Или позвони, если у тебя телефона нет, у меня есть телефон. Если хочешь, я тебя отвезу, А мне не надо высказывать претензии по поводу того, к чему я не имею отношения. Я никак не влияю на платежи редакции. Он такой, оп, он надулся, стукнул ногой и ушел, короче. Потом проходит там неделя, редактор говорит, отходит откуда-то с правительства, откуда-то уходит. И говорит, Ханокос, Трейнерс, он говорит, я говорю, мало новость, да, вот с редакции, говорит, с типографии, говорит, этого директора. Я говорю, фуёрцо, он говорит, раньше он деньги просил, говорит, а теперь он просит, чтобы я тебя убрал, говорит, от другого. Ну, поставил, не, нормально, ах, вообще, ходен церцо, с хервенсек, давах, говорит, пускай, говорит. То есть, я это все для чего рассказываю? Вот смотрите. Я с молодости работал, занимался сам бизнесом. Если там война случилась, что-то перестало работать, я что-то придумал. Я садился там, расфасовывал гвозди, там, сдавал их на реализацию в магазины, получал прибыль. Когда это не работало, что-то другое делал. Я всегда рассчитывал на свои руки, на свои ноги. Я никогда не видел, что я по карьерной лестнице буду двигаться куда-то там. Я это не воспринимал. Я даже в молодости думал, вот если я пойду, к счастью, я в армию не попал, потому что вот в Чечне я поступил в 90-м году в институт, и пока я закончил, там в Чечне независимость была. Но я когда был призывником, я думал, как я вот сейчас пойду в армию, и мне будут приказывать, беги туда, такие же, как я, люди, мне будут приказывать, и я должен буду выполнять их приказы. И для меня это было очень нежелательно. Я не хочу никогда чьи-то там выполнять. Я хочу делать то, что мне нравится. Я хочу делать то, что по своей. Если мне это не нравится, и всю жизнь я так работаю, и здесь я так работаю. Если меня заказчик не устраивает, мне человек, отремонтируй мне квартиру. Вот так. Я с ним на определенных условиях договариваюсь. Если что-то мне не нравится, я ему говорю, посмотри, я чем-нибудь тебе обязан, не обязан. Все, давай на этом закончим. Вот мы рассчитались, у тебя есть претензии ко мне? Нет. Все, дальше я не хочу работать. Все, до свидос. А там терпеть это чьи-то там выкрутасы, там чьи-то амбиции, чтобы там из меня кто-то там свои психологические проблемы за счет меня решал. Я просто вот работаю в редакции, видя со стороны, все мы это видим, что где-то там руководитель на нервах там отрывается на своих подчиненных, там за счет своих подчиненных пытается там своими комплексами бороться, и ты должен. И вот эту ситуацию я для чего ее в пример приводил? Я всегда знал, что у меня есть какие-то навыки, и я рассчитывал на эти навыки. И когда я шел в эту редакцию, я всегда знал, что я иду туда работать временно. Ну вот началась война, я переехал, я пока здесь еще не освоился, я не знал, здесь я останусь, нет. И я, чтобы дома не сидеть, вышел, потому что всю жизнь до этого я жил в Грозном. И в Грозном я ориентировался, там кого-то знал, что-то мог делать. А здесь я приехал, я родственников, там своих двоюродных, троюродных братьев, там тетек знаю. А
где что здесь располагается. Мне, чтобы там нормально ориентироваться, нужно было поработать. Я вышел поэтому, чтобы где-то ориентироваться, где-то, если там человек пришел, попросил меня, значит, ему где-то там помощник, там надежный человек рядом нужен был. Я понимал, что для меня потерять эту работу вообще не вопрос. И поэтому, когда какой-то чиновник сталкивается, а я там госслужащий был, да, 1,5 года, и столкнулся с какой-то чиновник, который там за счет меня там хочет свои какие-то идеологические, там, политические свои вопросы решить за счет моего самолюбия, за счет моего достоинства, я ему сказал: дядя, слушай, до свидания. Мне на твое самолюбие, на эту работу, мне глубоко начихать, я это не буду выслушивать из-за того, что там меня из-за этого уволят, или я за этого не продвинусь по службе там дальше. Потому что мне на самом деле было интересно работать в редакции, это было, в принципе, очень интересный такой опыт. Но из-за этого я там не стал слушать там от посторонних людей. А вот я потом уже, я не сразу это не понял, я через какое-то время, может быть, уже здесь, в Питере, анализируя вот эту ситуацию, анализируя вот этих чиновников, через много лет как-то сформировалось понимание. А вот представьте, теперь сидит в Ингушетии там человек, какой-то парень без работы. И у него отец без работы тоже. И они в тяжелом экономическом состоянии. И вот где-то там отец, кто-то там договаривается, как-то устраивают его на работу. И ему говорят: «Амять ты глорьела, а здесь вот что дедес, он что здесь». И он, выходя туда, он понимает, что каждый, с кем он сталкивается, каждый руководитель, это потенциальный тот человек, который перед ним откроет дверь в перспективу или закроет. И он не знает, кто из них, с кем ему приходится сталкиваться, кто из них будет тот, который откроет и закроет перед ним дверь. И поэтому он должен он должен делать, чтобы все были им довольны, он должен вести себя так, чтобы завтра, когда будет там, например, какое-то местечко выше его освободиться, чтобы вот этот или тот сказал: а вот Ергвеция, может быть, вот этому экзамса голочек, а я хардеж вот там. Когда нужно ему быть дураком, он дурак, короче, когда нужно там, валил, короче, сбегай там, он сбегает там, это свой пацан, короче. И когда перед ним становится этот выбор, у него сзади других навыков нету. То есть у него есть какие-то навыки, но эти навыки и плоды, которые дают эти навыки, его категорически не устраивают. И поэтому он очень зависим. Он очень зависим. Если он что-то там, что-то не так сделает, там, может, папа скажет, может, брат, а что-то там что-то там выпендриваешься, там туда-сюда, характер, кому-то там характер показывает. Он может потерять работу. Для его семьи это может быть проблема, для него это может быть проблема. Поэтому и там производится такая селекция. И характер у людей ломается в самом начале. Не всех, конечно. Не везде так происходит. Я не говорю абсолютно про всех. Но во многих местах, в очень многих местах. И вот эта вот безработица и безнадега, которая сзади, как зверь. И вот это желание соответствовать высокой планки, которые некоторые ингуши поднимают, планки, там, цагю алячхан, здесь мебель, жахит, есть, там, эти поднимают эти планки, желание соответствовать вот этим завышенным социальным планкам и страх оказаться ниже этих планок, которые каким-то образом наше очень небогатое общество умудряется там какие-то графские планки каких-то социальных институтов выстраивать. И так, что все должны соблюдать.
это ставит людей в зависимость, и это формирует вот такую среду и таких чиновников, который к моменту, когда он поднимается на тот уровень, когда он может что-то решать, от его инициативности, от его живости ума, от его желания что-то улучшить, развить, от них мало что остается. Он превращается в приспособленца. Он привыкает выполнять главную задачу. Ничего не испортить. Делать то, что сказали делать. Самолюбие, это все в задавленном состоянии. Он может там этим глушить, может там другим. И когда мы удивляемся, почему вот они, почему это годы. Любая профессия, она влияет на формирование мировоззрения человека. Я захожу за продуктами в магазин, я больше, чем за продуктами, я смотрю, насколько качественно там покрашен потолок, как ровно выставлены углы, геометрию помещения, как аккуратно плитка положена. Я знаю, зачем я пришел в магазин, но больше я вижу в этом магазине то, что касается моей профессиональной области. Я смотрю, что неправильно, где ошибки. Вот эти вот следы профессии, они на всех нас отражаются, и на этих чиновников отражаются. Из-за этой безработицы, из-за этой большой конкуренции, вот за эти бюджетные места, наши ингушские чиновники, они в очень жестких, в состоянии жесткой конкуренции, когда многие хотят занять какое-либо там маломальски какое-то кресло. И там постоянно идет жесткая борьба, иногда подлость, иногда подставы, ля-ля-ля, ма-ля-ля, и в общем, и надеяться на то, что там появится там какой-то честный, достойный, благородный и поборет это все. Ну, мог, наверное, человек, который там в 30 лет стал генералом и героем Советского Союза, которым на всех вот эти вот амбиции, на эти им было наплевать, он там, Руслан Ауш мог, то есть личность настолько самодостаточная к тому моменту, когда он туда пришел, что ему мнение там с кем-то там слишком авторитетный человек был, что он мог как-то там что-то под себя что-то менять. Или как-то сделать как-то по-своему. Может быть, сейчас плоды того, что он где-то перегнул там палки и заставил там. Может быть, он не догнул там палки. Мы можем сейчас рассуждать. Но всерьез думать, что сейчас туда зайдет один-двое там, честных там это, и все они поменяют. Тут трудно поменять, потому что там большинство людей, которые прошли этот многолетний отсев. И еще проблема в том, что их невозможно всех их убрать и новых поставить. Потому что среди этих всех, в том числе, есть те, которые элементарно, без них не разберешься, где там надо тумблер выключать и включать, чтобы элементарно у тебя в помещении там включился компьютер, там свет, водопровод заработал. То есть я думаю, что это гораздо сложнее, чем нам как со стороны кажется. И поэтому советы мы можем давать все. И здесь моя позиция как гражданина и наше гражданское общество, наше гражданское поведение гораздо разумнее было бы, если бы мы туда не лезли бы, там, власти со своими советами, как в анекдоте говорят, там, со своими советами не лезли бы, старались бы на горизонтальном уровне делать то, что мы можем делать полезное.
И я еще раз говорю, мы делаем, у нас получается, мы видим тех, которые тоже делают, есть проекты, есть вот этот истинг, войлочные ковры делают, вот это ремесло по производству войлочных ковров, вот это истинг, ребята там, Танзила Цаурова, по-моему, занимается. Вот этими археологией там занимаются ребята Гогиев, потом озвучкой мультфильмов на ингушском языке. Очень важная вещь. Есть люди, которые сидят, требуют от правительства Ингушетии, от людей, если мы будут, мы будут, там, дети еще, он туда такие видео выкладывает. Но это все, конечно, все правда, но пока мы детям не дадим интересный детский развлекательный контент на ингушском языке, серьезно предъявлять претензии и удивляться тому, что кто в Москве живет, кто в Питере, кто во Франции живет, что дети не знают ингушского языка, сложно, потому что им здесь просто детям не с кем общаться на ингушском языке. Я в Грозном, мы на улице все разговаривают в большинстве на русском. Дома отец не разрешал категорически на русском разговаривать, дома только на ингушском. Благодаря этому я могу на ингушском разговаривать. Мой одноклассник ингуш, который через 3 дома жил, он, вот 20 лет я в Питере живу, 20 лет он в Ингушетии живет, даже больше, он в 90-х годах в Ингушетии прижил. Он на сегодняшний день разговаривать на ингушском не может. Понимает, но разговаривать не может. Просто там, и его родители были очень хорошие люди. И патриоты были очень хорошие. Но отец был на работе, мать на работе, дети в школе. С работы пришел отец, сколько он может там, полчаса может общаться с детьми, 5 минут может. Иногда как бы утром на работу приходишь, дети спят. Вечером приходишь, они уже спят. Ты с ними хочешь, не хочешь. Они больше чего, мультики смотрят, садик, школа. Конечно, да. Есть люди, которые делают эти важные вещи. Но этих людей мало, этих людей там десятки и сотни. А если их будет тысячи и десятки тысяч, то вот эта вот прослойка социальная, она будет расти. И самоуверенность этих людей будет расти. И, соответственно, в чиновники, которые будут попадать люди, тоже будут из этой среды больший процент, которые не будут бояться потерять эту должность так сильно, как боятся потомственные чиновники и потомственные безработные. То есть, если мы сможем сформировать на горизонтальном уровне, потому что надеяться на то, что вот эти вот там что-то изменится, хорошо верить в хорошее и надеяться, но опять же надо учитывать, что они все проходят через вот это сито. Сито, которое, когда они доходят до какого-то уровня, они уже психологические переломы, у них уже нету этого энтузиазма, уже у них не тот возраст, когда им хотелось бы ради своего народа что-то там рисковать своей должностью, что-то там проявлять какую-то инициативу, он даже уже не понимает там каких-то новых технологий, новых веяний. Ему главное, чтобы это не ломалось, то, что работает. И все. Поэтому здесь для меня лучшая как бы гражданская позиция — это на горизонтальном уровне собираться, создавать небольшие бюджетики, придумывать какие-то проектики, пытаться вместе их реализовывать и от этого получать удовольствие. Это будет создавать рабочие места, это будет... Вот мы сделали с группой там «Я полезный Ингушетии», мы запустили вот 1,5 года назад один проект, называется ИГС WebStart. Бесплатные курсы веб-программирования, учим людей делать сайты, онлайн-занятия, там 1,5-месячные курсы.
И мы уже несколько сотен людей научили работать через интернет, зарабатывать себе. Мы их научили. Тут вопрос в том, что им надо сейчас учиться в конкуренцию, залазить, добывать себе заказы. Где-то кому-то, кому мы можем, мы помогаем, даем какие-то несложные... Ну, ребята, которые у нас профессионально этим занимаются, программисты, преподаватели, которые у них там вначале работали, они там дают какие-то заказы, другие сами ищут, кто-то там доучивается. Учиться надо будет теперь всегда и всем, потому что прошло то время, когда можно было научиться какой-то профессии и всю жизнь быть мастером. Технологии каждый день меняются быстрее и быстрее, поэтому учиться надо, недостаточно просто выучиться, надо учиться переучиваться. То есть мы делаем, у нас получается тиражировать достаточно для нашей небольшой республики, давать большой результат фактически специалистов, которые могут, они уже знают, как дальше, куда дальше развиваться, они могут себя обеспечивать. Это вопрос уже их настойчивости. То есть мы их вооружаем определенными знаниями, с помощью которых они могут зарабатывать себе нормальный доход, развиваться. Тут уже дальше мы их научили ездить на велосипеде, с какой скоростью на треке или на трассе они будут ехать, это уже вопрос их там настойчивости. Поэтому тот, кто хочет, с пользой, там как хобби, если его интересует положение в своей республике, своего народа, ему есть где приложить свои усилия, не вступая в конфликт с государством или там с этим. Это уже десятое. Надо сначала постараться сделать то, что мы можем. Когда мы все, что можем, уже реализуем, тогда уже, я так думаю, имеет смысл. Хотя этим тоже должны заниматься. Вот Совет Тейпов, например, там должен заниматься, там, что какие-то вопросы, которые надо к руководству республики обращаться от нашего имени. То есть мы все этим заниматься одновременно не можем. Мы должны эти делегировать свои полномочия. В нормальной ситуации мы это должны были делегировать нашим депутатам. Ну, поскольку вот это нас и там руководитель региона. Ну, поскольку мы руководитель региона не выбираем, ему без разницы на наше зрение, на наше, как мы это воспринимаем. Депутатов, по-моему, мы тоже не особенно там влияем на того, кого выберут, потому что вот сейчас были выборы, и если бы там влияло бы, я думаю, то Муцольгова, по крайней мере, бы должны были он участвовал в выборах. И я думаю, что за него много людей проголосовало, но в парламент он не прошел, поэтому я думаю, что мы там тоже не особенно выбираем. Поэтому... А здесь то, что мы можем участвовать в выборе, и то, что мы можем донести вот до Совета Тейпов, какие-то свои там вопросы, предложения, возмущения, озабоченности, а они уже должны от нашего имени это там руководству республики передавать. Потому что если мы все, каждый со своей стороны будем там в двери там, администрации тарабанить и там требовать, там они тоже работать не смогут. Там один этот тарабан будет. Короче. Поэтому я думаю, что мы в основном, гражданское общество, должны заниматься созидательными проектами. Поэтому у нас инновация горизонтальных связей это и означает вот та дорога, по которой я непосредственно иду и продвигаю эту дорогу. Но при этом у нас должны быть общественные организации, которые мы как-то участвовать будем, пассивно участвовать в их работе. Там
если они нам скажут, что завтра такое мероприятие, мы должны им доверять, они должны дорожить нашим доверием, мы должны испытывать к ним уважение. И они, ответственно относясь к нашему доверию, должны без лишнего шума и пыли, когда нам надо, вот там годовщина, выслали в Сибирь. Надо, ребята, давай, Ардо, Куан, Шит Бялыч, Укусовый. Вы должны там стать Куан Бялы, по возможности. Он скажет, Куан Цыгыч, Белхиди Дезвей. Ярметтик толха и Белхиди Дезвей. Ну да, юртбаш, нахан, нық бехап, ахчдац. Давайте, Белаш и Велш, Белаш, хайца, хагулди, давай, нықхатобывай. Скажут, пойдем сделаем. Кто сможет, песок привезет, кто сможет, щебень привезет. Потом приедет администрация, скажет, вы не так здесь сделали, скажем, извини, сделали как могли, поправь, сделай как надо. Я думаю, никто против не будет. По крайней мере, вот 1,5 года мы курсы ведем, рекламу даем, Магаз Таймс нам помогает. Никто пока претензий не предъявлял, не говорил, чему вы там детей учите. Там, у нас никто не говорил, все говорят, Баркл, Делариас, Холшан. И мы все испытываем от этого удовольствие. Больше, чем от того, что кто-то там сидел бы годами, спорил, у кого какая L3 гаплогруппа.